53. Академический русский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на открытие 85-го театрального сезона. 13 октября бенефис народного артиста Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, лауреата Государственной премии имени Платона Алексеевича Юнского Александра Кузнецова «Out of Order» или 13 номер комедия «Куни». 14 октября «Эти свободные бабочки» мелодрама «Герши». 15 октября «Кома» фарс Варфоломеев. Детский репертуар. 14 октября «Теремок» Маршак. 15 октября «Поросенок Кнок» Варфоломеев. Цена билета детский 50-70 рублей, взрослый 100-150 рублей. Начало спектаклей. Детских в 11 часов, взрослых в 18 часов. Касса работает с 10 до 19 часов, без перерыва и выходных. Информацию можете получить по телефону 42 46 91. Батыноинская одна Саха-академическая театра Саха-народная сурьячта социалистическая юля героя Российской Федерационной Саха-республикатын искусстволарын үтөләк деятеля Дмитрий Кононович сорунамаллан төрәбіті сөз сылын толуту гаранан. 6-15 күнігер сорунамаллан күн керен энненеден пьесатынан Андрей Борисов көңіл ити күнеден аттан тұрорбыд диско спектаклыгар ыңырар. Спектакль сағаннар 16 частан білсір телефонларгыт 34-13-31, 34-сүрбәғыз-сүрбәбир. Платоноинская атнан Саха театры алтынне 17 күнігер түрәбіт күні. Бұйылғы Алампа Сопуроновка анаммыт ағуын еткес театральный жыл ағылытығар Олы Хонюраден драматынан Василий Фомин тұрорбыды спектаклін көрдірір. Сүрінер оларға Иван Попов, Иза Николаева, оннады атыттар сағаланар 19 частан. Саха театры алтынне 19 күнігер Амматчығыя Саскы камераманынан спектаклі көрдірір. Спектаклі тұрорда режиссер Василий Фомин, Михаил Егоров сценографията, сүрінер оларға Анна Кузьмина, Зоя Быгынана, Прасковья Адамова, оннады атыттар сағаланар 19 частан. Платоноинская атнан Саха театры алтынне сүрбе күнігер анимпадист Цифрунов драматынан олық жібіріті спектакльге ыңырар. Ефим Степанов Турурута, Дарья Дмитриева сценографията, сүрінер оларға Иза Николаева, Дмитрий Михайлов, Ира Никифорова, Антон да атыттар. Саха академическая театра Василий Никифоров күлімнүр түрәбіті сөз төрден сылғаранан алтынне сүрбе бейір сүрбекі күннергер Лев Николаевич Толстой Хара жай күйеден спектакль премьератын көрдірір. Василий Фомин сетерін тылбастата, онна тұрорда Лена Гоголева сценографията, Владимир Пестряков музыканын кергетейті сүрінер оларға артистар Дмитрий Михайлов, Надежда Ушницкая, Кирилл Семенов, оннады атыттар сағаланар 19 частан. Білсір телефонларғыт 34-сүрбәғыз-сүрбе-1, 34-сүрбәғыз-сүрбе-1. Саха академическому театру требуются на работу машинисты сцены 3 человека, электросветители 3 человека, подсобный рабочий 1 человек, столяр 1 человек. Обращаться по адресу улица Орджоникидзе 1, отдел кадров, или по телефонам 34 27 71 34 33 04. Вниманию рекламодателей! Объявления и поздравления на республиканское телевидение и радио принимаются по адресу улица Орджоникидзе 48, кабинет 107. Добрый вечер. В эфире «Якутия. День за днем». Итоговая информационная программа. В студии сегодня работает Леонид Шепелев, а корреспондент национального телевидения в своих материалах подведут информационный финал ушедшей рабочей недели. Сейчас коротко о главном. Итоги работы президента республики в Москве, текст мирового соглашения, топливно-энергетический комплекс, становление партийной системы. Юрий Гулягин, заместитель генерального прокурора страны, в рамках визита в Якутию провел оперативное совещание силовиков республики. Сегодня День матери, 3 воскресенье октября, самое время поздравить женщин республики. Согласованный текст проекта мирового соглашения будет подан в арбитражный суд уже на этой неделе. Об этом президент республики Вячеслав Штыров под занавес ушедшей недели сообщил в интервью журналистам нашего телеканала. На самом деле существует позиция правительства Республики Саха-Якутия, которая вытекает из постановления правительства по содержанию мирового соглашения. Кроме того, есть постановление Государственного собрания Республики Саха-Якутия, которым специальное постановление, в котором даются параметры, каким должно быть это мировое соглашение, если оно будет заключено. Я думаю, что вот этот вариант мирового соглашения, который сейчас
находится на последней стадии отработки и который направлен уже в Госсобрание. Госсобрание в понедельник его получило. Он удовлетворяет всем требованиям. И тем требованиям, которые я как президент ставил перед правительством, и тем требованиям, которые изложены в постановлении Госсобрания. Главные ключевые вопросы там – это то, что республике полностью компенсируются все выпадающие доходы в сумме более 9 миллиардов рублей. Второе – это то, что Росимущество берет на себя обязательство внести на рассмотрение правительства России, а потом на собрание акционеров, акционерная компания «Алрос» изменения в уставе компании, которая усиливает позиции государства в управлении компанией. И, наконец, третье, сохраняется доля Республики Саха-Якутия в 40% с учетом улусов. Эти все требования в проекте мирового соглашения, они учтены, значит, записаны, формулировки уже найдены. Поэтому я думаю, что уже на следующей неделе вся эта работа будет закончена, мы будем готовы передать это мировое соглашение в арбитражный суд для рассмотрения и утверждения. После этого все споры по акционерной компании должны быть прекращены, значит, закрыты. И стороны уже не будут иметь права обращаться в суд по каким-нибудь вопросам, связанным с имуществом компании, акциями и так далее, и так далее. То есть вопрос будет исчерпан полностью и на много лет вперед. Вот это очень важно. Кроме того, президент республики в своем интервью по итогам поездки в Москву сообщил о работе Федеральной правительственной комиссии по топливно-энергетическому комплексу страны, в частности, по нефтепроводу Восточной Сибири Тихий океан. Были затронуты проблемы развития газовой промышленности в Восточной Сибири и Дальнего Востока страны. Как известно, у Якутии тут свое видение перспектив. Вячеслав Штыров подчеркнул, что решения, которые будут приняты, должны быть взвешенными. Наши позиции по развитию нефтяной и газовой промышленности были изложены еще в 2002 году. Президент Якутии выразил уверенность в том, что мы добьемся своего в газовой отрасли, так как это случилось в нефтяной. Вот конкретный проект есть в Якутии, который требует координации. Это означает, что правительство Российской Федерации, соответственно, с нашим правительством должны как-то перестроить свою работу и от общеэкономического регулирования заняться такими практическими делами. А с другой стороны возникает вопрос, а кто это должен делать? И вот там участники этого комиссии вспоминали, как раньше был госплан, и как это все планировалось, и как в современных условиях надо действовать. То есть такой, казалось бы, частный вопрос перешел уже в такой общегосударственный вопрос, и Фродков дал поручение как раз эти вопросы все учесть, рассмотреть, значит, каким способом правительство должно использовать, во-первых, свои финансовые ресурсы, которые очень много накопилось для решения таких важных задач. Во-вторых, как координировать деятельность всех хозяйственных субъектов в условиях частной собственности, в условиях, там, когда каждое предприятие имеет свои интересы и так далее. Ну и, с другой стороны, затронут был вопрос о развития газовой промышленности в Восточной Сибири и Дальнего Востока. Наша позиция по развитию нефтяной и газовой промышленности изложена еще в 2002 году, и я совершенно уверен, что мы все равно добьемся своего, так же, как это случилось и с нефтяной промышленностью. Но повод для того, чтобы еще раз подчеркнуть, выступить, значит, он, конечно, нашелся, и я думаю, что как бы это заставляет, на самом деле, министерство, ведомство еще раз пересмотреть подходы. Ну, вот в декабре будет рассматриваться эта схема, тогда увидим, что получается. В ходе командировки Вячеслав Штыров встретился с председателем Совета Федерального собрания Российской Федерации Сергеем Мироновым. Стороны обсудили внутриполитическую ситуацию в стране и становление партийной системы в России. Эти же вопросы вкупе с социально-экономической ситуацией в Якутии были обсуждены на встрече с полпредом президента России на Дальнем Востоке страны Камилем Исхаковым. На самом деле в республике действительно сложилась такая конструктивная, стабильная обстановка, атмосфера, как мне кажется, взаимного доверия. Во всяком случае, опросы общественного мнения показывают, что за последние годы как-то снизилось, что ли, астарта, там, предположим, национального вопроса, некоторые решены социальные вопросы, и нет уже таких острых проблем, как это было раньше. Хотя понятно, что как бы это все только минимальные такие шаги, надо двигаться вперед. Это все равно благодаря конструктивному взаимодействию и Государственного собрания, и правительства Республики Саха-Якутия, и общественных движений в рамках тех институтов, которые мы создали, скажем, общественно-консультативный совет, совет по местному самоуправлению и так далее, и так далее. Это все и создает такую обстановку, которая на самом деле более стабильная, чем у других субъектов Российской Федерации. И это не только мое мнение, но вы знаете, что перед
периодом, скажем, назначения новых руководителей субъектов федерации и так далее, всегда делают социологические опросы. Вот один из запросов по заданию администрации президента проводила московская структура, и они это констатировали, что в республике Саха-Якутия политическая и социально-экономическая обстановка значительно более благоприятная, чем у других субъектов федерации, и больше уровень доверия людей властям всех уровней. На этой неделе в Якутске парламентарии собрались на 35-е пленарное заседание Государственного собрания Илтумен Республики. Было рассмотрено более 20 вопросов. По некоторым из них решение пришлось принимать совместно с членами Кабинета министров республики, то есть провести ряд правительственных часов. Речь идет об осеннем паводке, аварии на газопроводе и продаже акций Якутугля и Эльга-угля. Материал Киры Куриловой. Депутаты заслушали информацию о ходе Высшего арбитражного суда по иску Росимущества. Депутатам передан текст мирового соглашения. Этот документ не может пройти без согласования депутатов Государственного собрания Илтумена. Об этом журналистам сказал Нюргун Тимофеев во время итоговой пресс-конференции. Мы, вы знаете, в июне принимали постановление о том, что в соответствии с Конституцией Республики, в соответствии с другим законодательством, мировое соглашение должно обязательно пройти, скажем так, ратификацию, согласование в Илтумене. Я очень рад, что в принципе и президент республики, прежде всего, и надеюсь, что федеральное правительство с пониманием отнеслись к этому вопросу, и я думаю, что представили проект мирового соглашения. Также на заседании рассмотрен проект закона о президенте Республики Саха-Якутия во втором чтении. Комитет внес в законопроект 20 поправок. После их обсуждения депутаты проголосовали за проект в целом и в окончательном варианте. В ходе прения президент согласился с предложениями депутатов, касающихся системы и самой структуры правительства. Вопрос назрел, он будет решаться, и правительство на самом деле готовит к этому постановлению. Значит, и, конечно, в связи с изменением структуры возникнет изменение и в том перечне министров, которые будут подлежать согласованию с Госсобранием. Но это мы же как бы не в Конституцию вносим, а именно постановление. Поэтому президент будет раз за разом вносить предложение, каких министров конкретно назначать. И Госсобрание после рассмотрения будет принимать постановление. Таких постановлений может быть несколько в соответствии с изменением структуры. Сегодня одних, завтра других и так далее. Депутаты дали согласие на предложенную президентом республики кандидатуру на пост министра внешних связей Республики Саха-Якутия Георгия Никонова, а также утвердили на должность главного редактора газеты «Илтумен» Виталия Алексеева. Кира Курилова, Александр Князев, Андрей Лазарев. Специально для программы «День за днем». Каждое третье воскресенье октября республиканская общественность чествует женщину-мать. Нынче этот светлый душевный праздник, День матери, выпал на 15 октября. О мероприятиях и событиях по этому поводу рассказывает Елена Алексеева. Еще в начале прошлого века появились первые мероприятия, посвященные женщинам. Так, в далеком 1936 году состоялся первый съезд женской молодежи. Делегатами того съезда стали учителя, агрономы, колхозницы. Спустя более полвека женщины также встретились на съезде. Также ставили перед собой задачу именно расширения востребованности интеллектуального потенциала, ресурсов, знаний, талантов наших молодых женщин и девушек. Активная позиция личности – основа успеха общества. Девиз форума девушек-лидеров, в котором приняли участие 250 активисток из 19 улусов республики. Очень хорошо, что такой форум проводится, вот именно девушек-лидеров. Поддерживается политика женщин-организаторов, активистов по жизни. В День матери Республиканский комитет по делам семьи и детства подводит итоги работы. На встрече с журналистами Алексей Серкучев отметил, федеральные программы, задействованные в России, с этого года могут внести некоторое облегчение в работу. В 2007 году бюджетом республики предусмотрено 129 миллионов рублей на работу по улучшению здоровья матери и ребенка. В данной ситуации пока, федеральный центр не поправил, хотя те, намерения, как вы видите, и те, проекты, которые сегодня на федеральном уровне проходят согласование, они говорят о том, что ситуация должна в ближайшее время измениться. Роль женщины в развитии села. Так называется конференция, организованная в пятницу Министерством сельского хозяйства. Участницы обсудили вопросы семейной экономики и привлечения кредитов. Кроме обсуждения вопросов, организаторы не забыли отметить лучших.
столице и районах республики вот уже 13-й год отмечают День матери. С 10 числа во всех уголках республики звучат слова благодарности, пожелания здоровья, счастья женщинам, матерям. Елена Алексеева, Александр Князев. Специально для программы «Якутия. День за днем». И вновь парламентская деятельность. Под занавес недели в Государственном собрании республики прошел правительственный час. Парламентарии встретились с участниками событий в районе газопровода Хатас-Ипаловск. В данном случае это Алексей Стручков, министр республиканской промышленности. Сейчас там утечка газа устранена, но капитальный ремонт нитки запланирован на весну, когда река подо льдом. Для устранения аварии привлечены специальные подразделения водолазов города Москвы и Якутска. Основные работы на разрыве газопровода уже завершены. В целом трещина протяженностью 42 сантиметра и шириной раскрытия несколько миллиметров закрыта бандажом. Утечка газа прекращена. В стороне левого берега обнаружено еще одно повреждение. Ведутся работы. В ближайшее время все будет заварено, установлена муфта и газопровод будет засыпан. Рассматриваются 3 причины разрыва трубы. Технологическая ошибка при проектировке, механическое воздействие или неправильная эксплуатация. Пока правительство склонно отказаться от первой и третьей причины. Утвержден план ремонтных работ. Депутаты поручили в течение 2 месяцев выяснить причины, приведшие к аварии, и к 15 октября завершить первый этап ремонтных работ. Летом следующего года начнутся работы по строительству резервной нитки. Если говорить о строительстве резервной нитки, то на 2007 год эти работы запланированы и будут введены соответствующие корректировки в план производства работ по газификации на 2007 год. Остаток сметной стоимости по строительству резервной нитки составляет 856 миллионов рублей, и в том числе проведение дополнительных изысканий геологических, гидрогеологических оценивается примерно в 7 миллионов рублей. По проведенной экологической экспертизе в зоне происшествия не обнаружена концентрация вредных веществ, которые бы превышали допустимую норму. Ремонт производится за счет средств Саха-Транснефтегаз и оценивается в 30 миллионов рублей. Тем временем газопровод питает 15 котельных, в скором времени подключится еще 4. Котельные в Заречной группе продолжают работать на газе, и вместе с этим на случай нештатных ситуаций есть и альтернативное топливо. Кира Курилова, Евгений Мальцев. Новости республиканского телевидения. На этой неделе в республике с рабочей ознакомительной поездкой побывал заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин. В прокуратуре Якутии он провел оперативное совещание с участием руководства всех правоохранительных структур. За 3 часа совещания заместителю Юрия Чайки довольно подробно отчитались представители прокуратуры, МВД, ФСБ, МЧС и службы госнаркоконтроля. Сквозная нить совещаний силовиков – борьба с коррупцией в органах государственной и муниципальной власти, которой сегодня Генпрокуратура придает особое значение. Только за 9 месяцев текущего года в Якутии выявлено 26 фактов взяточничества, возбуждено 114 уголовных дел коррупционной направленности. Кроме того, важнейшей задачей была названа защита от преступных посягательств бюджетных средств, что выделяемых на реализацию национальных проектов. В итоге Юрий Гулягин дал ряд рекомендаций присутствующим. Среди них борьба с заказными уголовными делами, взятками и организованной преступностью. Сразу после совещания замгенпрокурора дал пресс-конференцию, на которой в частности шла речь о назначении нового прокурора республики. Что касается вопросов кандидатур на нового прокурора республики Саха-Якутия, значит, эта проблема находится в компетенции Генерального прокурора Российской Федерации. Я думаю, что в ближайшее время генеральным прокурором Российской Федерации такая кандидатура будет внесена, потому что дестабилизировать деятельность прокуратуры отсутствием руководителя, конечно, нельзя. Хотя, я хочу сказать, крепкая команда здесь сидит, исполняющие обязанности прокурора, заместители, ребята молодые, инициативные. Но нужен опыт еще работы. По словам Юрия Гулягина, не исключено, что в ряд предложенных Генпрокурора России кандидатур на назначение попадут представители как Дальнего Востока, так и Якутии. По крайней мере, как заявил сам заместитель, мы не имеем права держать на местах руководителей структур, поэтому лучше, если в Якутии будут работать дальневосточники. Сегодня я готов рассмотреть такую кандидатуру. Конец цитаты. Также стало известно, что уже бывший прокурор республики Сергей Шумский возглавил один из департаментов Министерства юстиции в России. Кроме этого, журналисты не миновали темы уголовного разбирательства в столичной мэрии. Выглядит ли оно, по мнению замгенпрокурора страны, это дело политическим заказом? Я вам хочу сказать, что я знаю эти уголовные дела. Там достаточно доказательств вины и работников мэрии, и единого центра, расчетного кассового центра. Достаточно собрано доказательств.
Вопрос о том, что закрепление их несколько затянулось, но вот я в ответственное положение некоторых работников уже за это ставил. То, что необходимо заканчивать эти уголовные дела и направлять в суд. И я думаю, что в ближайшее время эти дела будут направлены в суд. Так, да? Конечно. По одному я срок ставил там, и по второму тоже. Поэтому надо заканчивать, направлять в суд. Поэтому я еще раз повторяю, люди, которые приступили закон, должны отвечать перед законом. В этой ситуации никакой политики абсолютно нет. Есть банальное расхищение бюджетных средств. Банальное. Мэр города Якутска Илья Михальчук дал на этой неделе интервью одному из московских интернет-сайтов. Поводом обратиться к Михальчуку московская журналистка выбрала истекающий в конце года срок полномочий действующего президента республики. Интервью в основном состоит из обвинений в адрес руководства республики в нежелании работать с федеральным центром и в нагнетании националистических и сепаратистских настроений среди якутян, на что сразу несколько солидных республиканских изданий выпустили свои комментарии. Так в газете «Якутия» вышла статья под названием «У Михальчука сдали нервы». Не успели республиканские и городские средства массовой информации рассказать о решении суда по делу мэрии и первом осужденном из 11 задержанных городском чиновнике Скарджусе, как вышло интервью с Ильей Михальчуком. А как иначе, ведь совсем недавно он заявлял, что все аресты – это политический заказ, что дела сфабрикованы и развалятся до суда. Видимо, мэр чего-то испугался, раз решил сделать отвлекающий маневр, в очередной раз вылив на Якутию и ее руководство ушат грязи. Подтасовка фактов, откровенная неправда, приписывание себе чужих заслуг, разыгрывание национальной карты. Вот из чего, по мнению Германа Яковлева, журналиста газеты «Якутия», состоит интервью якутского градоначальника. И далее, не случайно в одном из комментариев к интервью некто народно-фронтовец писал о том, что Михальчук сделал огромную историческую ошибку. Он уже изгой сознания якутского народа. Его утверждение о том, что Шатыров нагнетает национализм и сепаратизм, поддерживая Народный фронт Якутия Алроса, достойно перлов каких-нибудь продажных политологов. По большому счету, данное интервью – это элементарное сведение счетов, грубое и беспардонное. Кстати, по данным Института социологии Российской академии наук, Михальчук держит первое почетное место среди тех, кого якутяне не хотят видеть главой республики. А пока мэр города Якутска дает в Москве сомнительные интервью, многие горожане продолжают страдать от холода в своих квартирах. Тем продолжит Татьяна Каракулова. 10 лет Любовь Ивановна бьется с коммунальными службами города, чтобы решить свою проблему. Канализационные воды соседних домов топят их и без того практически не приспособленный для жизни барак. Никуда уже я не могу уехать. У меня здесь 3 внуков и 2 правнуков. Мне 70 лет. И я живу вот на помойке, на помойке, и вот в этом дерьме. Да неужели я, это педагог, 46 лет педагогического стажа, заслужила вот эту вот помойку? Крысы, которые развелись в мусорных баках, еще одна беда для жильцов. С наступлением холодов они перебираются в дома. Открыла вот этот стол, где стоит мусорное ведро, она вот такая здоровая, мне аж плохо стало. В прошлом году к дому провели воду, но радость людей по этому поводу оказалась преждевременной. Первые заморозки уже у нас воды нет, всю зиму без холодной воды. В общежитии по Хабарова 48, где на протяжении 5 месяцев никак не могут устранить течь, и от постоянной сырости завелись черви, все так же без перемен. Оба этих дома принадлежат управляющей компании «Арсенал». Татьяна Каракулова, Вадим Конкевич, новости республиканского телевидения. В Якутии для разбирательства с неплательщиками по ЖКХ создана специальная правительственная комиссия. Ближайшее ее заседание запланировано на начало следующей недели. Будет утвержден план работы. На сегодняшний день, как сообщил заместитель министра республиканского ЖКХ Вадим Ракитин, по республике подача тепла осуществлена на 99%. Завоз топлива завершен в срок в полном объеме даже в северных улусах. Доставка нефтяного топлива и угля производилась преимущественно водным транспортом. Большое опасение в свете прошлогоднего ЧП вызвала готовность к отопительному сезону поселка Тикси. Все работы завершены, и уже в конце этой недели ремонтные бригады должны были вернуться в Якутск. В связи с аварией на подводном участке газопровода Хатас-Ипаловск заречная группа улусов находится на особом контроле. Одной из главных проблем Министерства ЖКХ являются задолженности потребителей за пользование энергоносителями, с кем и предстоит разбираться правительственной комиссии. Управляющая компания, которая содержит множество домов, там существует проблема. И с этой проблемой, с помощью этой комиссии мы будем бороться. Куда они девают деньги, почему они не платят, мы будем разбираться персонально с каждой управляющей компанией. Задолженность у нас порядка
3,5 миллиардов кредиторская задолженность, порядка 2,5 дебиторская. Это в целом по республике. И как бы к проблемным вопросам относится сумма порядка 1 200 000 000. С 18 октября авиакомпания «Полярные авиалинии» поднимет тарифы. Стоимость билетов увеличится почти в 2 раза. Так, маршрут Якутск-Черский-Якутск будет стоить 22 400 рублей. Как сообщает представитель пресс-службы «Полярных авиалиний» Елена Худицкая, пассажирам Черского рейса придется лететь сначала в Среднеколымск, а оттуда до Черского на вертолете. Причина тому – неисправность взлетной полосы в пункте прибытия. До окончания ремонта взлетной полосы пассажиры вынуждены лететь неудобным для них рейсом и еще платить вдвое больше. Главы ряда улусов уже обратились к председателю правительства республики и руководству департамента воздушного транспорта с просьбой оказать помощь в решении проблемы. Теперь о приятном. 2 золотые медали из Хабаровска на родину привезли специалисты концерна «Сахабулт». Там прошла 4-я межрегиональная торгово-промышленная выставка-ярмарка. За что были вручены награду и смогут ли подтвердить статус мастера меховых дел в материале Юлии Михайловой. На этот раз золотых медалей удостоились настенные панно и детская обувь новой линии. Модная деталь сезона – выжженные узоры по мотивам легенд народов Севера. Наши вещи завоевали сувенирные изделия, и наша обувь завоевала, как всегда, первые места. И надеемся, эта продукция завоюет и на нашем рынке свое, как говорится, место, да? Достойное место. Женщинам волосы красят, типа не лезут или, я не знаю, как. Достойное место в производстве промышленных товаров народного потребления заняла и новая технология покраски андатры – золочение, отбеливание, трафаретная покраска. Знакомый мех радует глаз и удивляет новизной. А вот натуральная андатра у нас, да, она уже как бы не актуальна сейчас, не в моде. Сейчас мы уже делаем, красим, пытаемся делать более ассортимент увеличить. Отбеленную делаем, поликолор, разные цвета. Сейчас стрижем даже вот натуральную андатру. Мех номер 1 в производстве Сахабулта прошел все технические испытания и теперь готов к покрою шуб, головных уборов. Обладатель гран-при «Золотая игла» национального конкурса «Загарга-2006» Вероника Кирова говорит, что шубки из новой коллекции уже запущены в продажу. Каждому сезону мы стараемся выпускать не менее 5 новых моделей, 5-6. Производство концерна – многоступенчатое дело, и сегодня первому звену грозит, если не остановка, то упущенная выгода точно. Тысячи охотников, главных поставщиков сырья кожевенного цеха, сидят в ожидании лицензий. Лицензия пока не выдана из-за того, что вот Россельхознадзор по Республике Саха-Якутия и Министерство сельского хозяйства Республики Саха не могут подойти одному знаменателю. Из-за бюрократических проволочек страдает охотник. Местное производство отлично зарекомендовало себя не только на отечественном рынке. Взаимопонимание найдено со многими партнерами, как в России, так и за рубежом. Только не могут найти общего языка федеральные структуры в самой республике. А охотпромысел начнется меньше, чем через неделю. Юлия Михайлова, Александр Князев, НВК «Саха». Якутия в числе лидеров интернет-опроса «Топ лучших голосует страна». В начале сентября редакция федеральной энциклопедии «Лучшие люди России» объявила о начале всероссийского интернет-опроса. Любой житель субъекта может отдать свой голос в поддержку публикации в федеральной энциклопедии «Лучшие люди России» статьи о регионе и его руководителе. До этого сотрудники энциклопедии работали только по рекомендациям местных властей и в соответствии с решениями общественно-консультационного совета издательства. Теперь решено перейти на так называемую безбумажную основу. Ведь население может выбирать лучших людей России с помощью виртуального голосования. Подведены промежуточные его итоги. Жители республики активно подключились к голосованию. В результате более 5% общего количества пользователей интернета отдали свои предпочтения в поддержку публикации о нашем регионе и президенте Вячеславе Штырове в 6-м выпуске энциклопедии. Рейтинг-лист сайта «Топ лучших» состоит из 4 разделов: культура, наука, спорт, политика. В каждом из них подпункты от Димы Билана и Кости Дзю до Владимира Путина. Как сообщила автор идеи Ирина Кочетова, рейтинги номинантов меняются почти каждый день в зависимости от политической ситуации и активности граждан, но в Республике Саха пока уверенно сохраняет за собой лидерство. И вновь о приятном. Сегодня День матери. Президент Республики Вячеслав Штыров от имени правительства, администрации президента и правительства Государственного собрания Алтумен Республики Саха-Якутия поздравил женщин с праздником.
Сегодня каждый из нас отдает дань уважения матери, хранительнице семейного очага, говорит в поздравительном обращении президента Штырова. С ней связано нравственное и духовное развитие общества и доверие в семье. В современном мире женщины становятся более активны и самостоятельны в решении многих жизненных задач, участвуют в экономическом и социальном развитии. Государство несет ответственность за создание достойных условий для женщин, ведь не случайно президент Российской Федерации в послании Федеральному собранию Российской Федерации обратил особое внимание на проблемы семьи и детства, демографической политики. Нам предстоит предложить усилия